Здравствуйте! На Первом национальном телеканале «Осетия и Рыштон» проект о людях и для людей. Гости эфира – самые разные герои, те, кто оставил свой неизгладимый след в истории, культуре и общественной жизни Осетии. Те, кто составляет ее гордость сейчас и будет прославлять и дальше. Надеемся, в нашем проекте каждый будет себя чувствовать легко и непринужденно в своем кругу. Перед программой я ради интереса провела мини-соцопрос среди знакомых. Вопрос был такой: самый известный осетинский танцор. Результат оказался предсказуемым. С большим отрывом победил наш сегодняшний герой. Что неудивительно, ведь уже 50 лет многие зрители и специалисты считают кавказские танцы в его исполнении эталоном. Итак, сегодня в своем кругу легендарный танцор, педагог, заслуженный артист России, народный артист Республики Северная Осетия Аланя Нодар Плиев. Здравствуйте, Нодар, здравствуйте, гости уважаемые, здравствуйте всем зрителям. Нодар, поздравляем вас с юбилеем, спасибо, что сегодня вы пришли к нам в студию. Знаете, вот смотрю на вас и понимаю, почему правительство России сейчас поднимает пенсионный возраст. Нам это не грозит, я не знаю. Мы уже пенсионеры. В чем секрет вашей молодости? Никакого секрета нет. Я люблю свою профессию с детства. Я не профессиональный спортсмен, но зря так думаю, что танец это танцующий. Это один из видов спорта, самый тяжелый вид спорта. Вот мои коллеги об этом скажут. Профессионально заниматься этим делом, это очень тяжело. Если бы вы увидели там, что у нас творится в профессиональных коллективах, именно тот, кто себя считает профессиональным коллективом, который заслуживает академизм, вы бы сказали: да вы что, никогда в жизни, это сумасшедшие люди. Мы на износ работаем. Тем более у меня хобби, что ли, вот, с самого утра заниматься физическими элементами, бег туда, километров 5 туда или 15 и обратно. Вот и все, и плавание, и все. Не знаю, слежу за собой. Как древние греки говорили, человек делает сам. Вы сами знаете, как спартанцы поступали с новорожденными. Но вы ведь и, в принципе, ребенком таким росли, сильным, крепким. Наверное, и природа. Даже родились, там, да, вот не в больнице родились. Нет. Я родился, это вторая Швейцария. Нет, первая Швейцария, но не такой комфорт, как в Швейцарии. Но у нас была такая природа. 3000 метров над уровнем моря, я там родился. Родился возле родника на сенокосе. Мама меня родила 9 месяцев. Еще, по-моему, она, как она говорила, еще перенесла меня. Да. Ну, вот так вот. Наверное, природа. От природы была невероятная. Там я родился, там я и босиком вырос. Иногда смеются люди, когда я говорю, когда Маугли я видел первый раз, я говорю: это как я вырос. Наверное, природа все. Там была природа невероятная, дикая природа вот такая. Ну, наверное, еще и гены все-таки. Мне кажется, вот это трудолюбие, оно, раз вы говорите, мама вот настолько была... Ну, с детства я трудился. У меня отец был изувеченный, в сварении вернулся без рук, без...
Надо же было помогать им. Первый ребенок я, с 5 лет я уже с ним, я ему помогали, пастухом. Все, что мог, я с детства там с ним занимался. Почти что наравне вот так. Потом появились братья и там подобное. И вот экспромтом я вырос, не знаю. Я когда вспоминаю что-нибудь, я весь мир объездил. Честное слово, ни разу не два. Весь мир со всеми людьми, весь мир, конечно, красота, это надо. Я своим подопечным всегда это говорю. Танцуйте, вы тоже увидите все это. Но вы ведь не с детства мечтали о такой карьере, вы даже и не думали об этом. Совершенно случайно вы попали в ансамбль «Щимт» в Южной Осетии. Да, это да. Я даже не думал об этом никогда. Я любил со стороны смотреть, сухаю кофетон. Ну, вот иногда, где у нас, когда были, какое телевидение, какое что, ну, иногда попадал, я вниз спускались на базар с мамой, и там у родственников увидишь, там кто-то танцует, как танцуют, там грузины как танцуют. Я же в Грузии родился, это Грузия, я не в Южной Осетии родился. Я далеко от Южной Осетии родился. Потом вы уехали учиться, да? Я уехал потом учиться после школы. Привезли меня в Цхинвале. А куда ехать? В Тбилиси деньги нужны были, в Горе деньги нужны были, в Западной Грузии тем более. А Россию, куда в Россию в то время? Я там поступил. Полтора года отучился. На историческом факультете? На историческом факультете. История не ваш конек? Нет, я сильно любил в школе историю. Нравилось, и до сих пор люблю, честное слово. Все историческое это мое. А, да? Да. Ну, я не мечтал никогда в жизни, чтобы танцевать профессионалом. С 5 класса я днем и ночью мечтал стать летуном, летчиком хотел стать. Тем более тогда было такое воспитание, послевоенное воспитание. Ты должен быть вот такими, как, например, Чкалов, Кожедуб и тому подобное. Ну, не получилось и не получилось. Случайно я оказался вот у Хазбека Глоева, Царство Небесное, руководитель ансамбля «Щимт», заслуженный артист, тогда еще Грузии. Чтобы это получить, надо осетин. Получил он там заслуженного артиста Грузии еще тогда, в 67 году. Он меня видел, тем более Гаглоев, моя мама Гаглоева. И вообще вцепился, ты Махаров Ртаевина, и смотрит на меня, как будто бычка покупали, или там это скакуна, вот так смотрит снизу на голове. Я-то его не знал. Красавец, вот такая-то, с ума можно сойти. Не увижу я больше такое, как он. И он меня взял. Жанна, присоединяйтесь к нам к беседе. Вот, то есть для того, чтобы стать танцором и вот такого уровня, но это первоначально должны быть какие-то такие физические данные, да? Ну, я думаю, обязательно, чтобы быть танцовщиком хорошим. У Нодара все случилось. У него сценические данные прекрасные, то есть рост, осанка, строение. Ну и самое главное, конечно, у него харизма. То есть он такая яркая индивидуальность, у него все абсолютно настолько совпало, что я думаю, если бы он имел классическую школу еще, балетную, настоящую классическую, то я думаю, что был бы уровня Рудольфа Нуреева. Вот я все время, у меня такая ассоциация бывает, проходит, параллель между ними. То есть... В нашей ауле не было этого. Рудольфа Нуреева, ну да. Я знаю, что Нодар, он сам очень любит классику, классический балет, и всегда жалел о том, что ему не случилось этим заниматься серьезно. Нодар, а вы вот в тот период не думали, если вы бросили тогда исторический факультет, ну вот куда-то в факультет, ну не знаю, колледж культуры или что там, училище искусств, что было? После 11 класса, мне сколько тогда было, 18 лет что ли? Ну вот направление поменять не думали? Или вы просто пошли для классики это уже очень даже поздно, чересчур поздно. Ну, бывает, я самородки... болели, это классика. Нет, тебе можно было начинать, потому что есть такие известные, как Сергеев, народный артист, они в 16-17 начинали поздновато. Можно, я думаю, что можно было.
Жалко, что не случилось. На шпагат можно было сидеть, я и сидел, и ну нет, уже. И возможности не было. Вот бедному мальчику там в Цхинвале я иногда, чтобы пончик купить, там за целый день, я прогала, там было студентов, и, знаете. Отец мой далеко, родители помогали, но я болел классикой, я всегда любил, вот, ну народный есть, народный, но то, что вот она сказала, Нуриев, там такие люди, Барышников, там такие звезды, с ума можно, я им завидовал белой завистью. Вот. Ну, хотел многое, но не получилось, ну, поезд уехал. Понятно, что вы в своей профессии вот оказались так как-то вот, ну, наверное, судьба это, да? Что вы оказались это судьба, в этой профессии. Честное слово. Чего я верю на этом белом свете? Человек рождается с судьбой. Это однозначно. Бог есть, это я верю, честное слово. Кто-то над нами, человек, не просто так появился на этом белом свете. Судьба. То есть появляются какие-то люди, какие-то, наверное, ситуации, да, которые мы должны чувствовать. Это не случайность. Как не упустить свою судьбу? Никаких случайностей нету у человека. Он как, вот даже вот родился, он должен умереть тогда, когда надо. Там человек рождается со звезда у меня там. Я 4 раза чуть ли не погиб. 1 раз в армии в трюм упал. Меня оттуда поднялись. Ничего, полумертвый меня оттуда подняли. Много, 4 раза. Я не умер, пока не умираю, честно. Не нужен там, пока я... Дай Бог еще долгих-долгих лет жизни и творчества. Мы судьба хотим вас есть видеть судьба. Судьба, я не знаю. Вот судьба. Но вот вы с тех пор никогда не пожалели о том, что вот профессию выбрали такую? Или были моменты, когда... Иногда, когда бывали трудности, вот они рядом со мной сидит, она балерина, она с ума можно сойти. Ее труд надо снимать, надо было, как мы трудились. А тогда не было времени, возможности. Я прав или нет? Чтобы нас снимали великую Альбину Владимировну, никто не снимал, вот, чтобы сейчас показать очень своим подопечным, как она танцевала. Ведь такая, как она, навряд ли я еще увижу. Нас не снимали. Вот сейчас вот у нас есть видео, мы чуть позже покажем снимают, Альбины Баевой. И, кстати, и с Жанной тоже у нас есть одно видео. Я предлагаю его посмотреть, а потом продолжить. Давайте посмотрим. Да. Помнишь, я когда тебе не эту руку подала, а эту руку ты. Видеоматериал у нас есть. Это какой год и какой-то ансамбль? Нет, это был концерт. Это ее концерт был, ее концерт. Значит, с Жанной вы познакомились уже здесь, в Северной Осетии, правильно? Здесь она вернулась к нам с Вагановской училища, и к нам в ансамбле ее Альбина взяла. Да. Варт. Варт? Варт, да.
И в арте Я познакомились. была в точно. музыкальном театре танца. Я ее девочкой помню, когда в Ленинграде мы работали на «Интурист», ансамбль «Алан». Ну, худо-бедно, я не знаю, я не говорю, что сейчас мощнее были, чем сейчас коллектив. Я никогда это не скажу, не знаю, не помню. Но мы тогда гремели, мы сами сидели в Ленинграде. Для «Интуристов» каждый вечер мы работали месяцами. И они приходили с Вагановской училища к нам маленькими девочками. Из-за кулисы вот так заглядывали там. Я вот хотела сказать о первом моменте, когда я увидела впервые Нодара. Мы сейчас с Ирочкой общались, у нас вот одинаковые эмоции почти. Это было действительно в Ленинграде, но я не помню, то ли юбилейный, то ли Октябрьский концертный зал. Я не помню, где вы тогда работали. В Ленинградском зале тоже были. В Малом театре работали, с уклоном там. Да, и, конечно, весь концерт этого ансамбля «Алан» тогда он произвел такой фурор. Это была просто ленинградская публика, это были даже как бы не осетины. Непредвзятое такое отношение было, и я помню, что все встали и аплодировали уже стоя. И когда был момент, когда Нодар подходит к своей партнерше в плавном танце, это было незабываемое зрелище, потому что он, по-моему, у тебя была белая черкеска когда-нибудь? Да, всякая была. Вот, наверное, это была белая черкеска, и когда он встал на свои пальцы, точенные ноги, красивое вот это строение, и когда вот так начался медленный, быстрый перебор ногами, он был похож на лебедя, действительно. Было ощущение, что он стоит в пуантах, танцует. И было тогда потрясение. Я тогда решила узнать, какой педагог, как он занимается классикой, как много он занимается классикой. Мне было интересно, кто так научил его. Ирина, вот это было. Вы открываетесь, конечно, с неожиданной стороны, новые какие-то грани, я открываю вас. Это так приятно, вы, оказывается, прекрасно танцуете. Вот расскажите о вашей встрече с Нодаром. Я профессионально никогда не танцевала, но всегда с детства была участником ансамбля художественной самодеятельности. И однажды, будучи в классе в 7-8, мы пришли на репетицию во дворец металлургов на очередную, и нам говорят, репетиции не будет, сегодня концерт ансамбля «Алан». Ну, мы быстро обрадовались, побежали в зал, сели на свободный там последний ряд где-то и смотрим. И Симт наш прекрасный «Алан», такого уровня, какой был «Алан» наш тогда, после этого я как зритель, как осетинка, могу уверенно сказать, такого уровня коллектива больше «Алана» не было никогда. Пусть никто не обижается, это совершенно объективная оценка. И это вам скажет любой человек, который видел «Алан» 60-х, 70-х, 80-х и видит его сегодня. Сегодня тоже прекрасный ансамбль. Но знаете, вот есть такое слово «порода», да? Что-то княжеское было в каждом нашем танцоре ансамбля «Алан». Ну и я перескочила на другую тему, потому что на эту тему я могу говорить сутками. Я обожаю слушать разговор профессионалов. И вдруг на сцену выходит человек, которого я не знаю, он мне не знаком. И он выходит на прекрасных пальцах, ичиги сидят идеально. У него необыкновенная фигура с такой талией, которая любая, даже Гурченко, наверное, бы позавидовала его талии. И вот эта грудь колесом красивая. И у меня невольно кто-то мне говорит, Ира, да захтамщика, да захтамщика. Я так рот смогла свой закрыть, и я всех спрашиваю, не отводя глаз от сцены, это кто? Кто это? И мне говорят, сейчас узнаем. Еще тогда Нодар только. Вот, наверное, может, это был его второй, первый концерт. Я не знаю, только-только появилась звезда под названием Нодар Плиев. Это бренд. Когда мне сказали Нодар Плиев, я запомнила эту фамилию надолго, потом еще раз, потом мне посчастливилось вести концерты, где участвовал сам Нодар Плиев. Я даже вела его юбилей, это было 10 лет назад, и я не видела никогда, чтобы со всех уголков Северного Кавказа не осталось такой маломальской, самой маленькой республики, откуда бы ни приехали, с огромным удовольствием представители. Это были все национальности Северного Кавказа.
Нодар, низкий вам поклон от зрителя по имени Ирина. А познакомились мы с ним поближе в Дендрарии. Я иду, это было много-много лет назад, иду, дышу свежим воздухом, слегка легкой рысцой, и вдруг смотрю, высокий, красивый, ну, он пробежал мимо, поэтому я его увидела только со спины. Высокий, красивый, стройный, кто-то пробежал. И я еще один круг не закончила, он уже второй, и третий, и четвертый. В общем, на мой один круг он уже 5 кругов Но пробежал. это уже после того концерта, когда Конечно, вы, да? конечно. Это я уже была постарше, конечно. Потом я была участницей ансамбля «Эристон», и у нас были и совместные концерты, но это было всегда... Мы не были, как говорится, вот в начале его творческой деятельности знакомы, он больше был знаком с моим супругом, дружили они, но я его обожала, я всегда мечтала его увидеть, и... Однажды, вы представляете, мне посчастливилось танцевать с Нодаром Плиевым. И когда он вот так посмотрел, ну, это непередаваемое, понимаете, кто не танцевал, он не понимает, что такое партнерство. Партнер, да, партнер. И когда у него уровень очень вот такой высокий, то и ты начинаешь волей-неволей танцевать так, как тебе, как достойно танцевать вот с таким Задается партнером. тон. И нам повезло, что у нас был, есть и будет Нодар Плиев. Да, спасибо большое. Вы сказали, что не было такого человека, кто бы не хотел приехать, посмотреть на выступление. Вы знаете, вот сегодня в нашей программе будет очень много поздравлений, я вас предупреждаю, с разных уголков вообще мира и за границей. Я предлагаю первое поздравление сейчас послушать. Это из Южной Осетии. Внимание на экран. Нодар зоны норта ю тасмеду висажос берш. Нодар утхчинже бахлеп. Вазданх давджен. Гужорит herşi. Dimerim gужорит тхчин ваздам адам шорди. من قومل کود توی شاگیرون لب ایران قومل است کود توی ما تنگ وزدم. والیری. ارزای لبرد و این باید بیره کنم دکتر. فعلا کن نکوسای دخیل و درد لبرد نیشو. کن نوار زایده دست بیتسال نست. مل کن نکوسای و نسخی جاخم ولو کبخنتم. مهای تنگ وارستا کافن. حرف این کنن من بیره نفلم با یو دویسته جازو جبه خیش فکر کاف از سنای لب شامون نرکشا براتت نه نیز نمارک مکل جگه میرون آدم من اقدام کات کنه اما مثلا نوجه کات شد کنه او شامون دیوت اوش تخوش قارون راتت بشه. Валерий Плиев, вы с ним танцевали в ансамбле «Щим» тогда в Южной Осетии, да? Он закончил ГГУ, и здесь он танцевал. Сейчас он там в хорошем месте. В правительстве он там. Мы как нашли. Еще впереди очень много будет сюрпризов. Вот плавный танец там показывали с Галой Касаевой. Она тоже, ну, королева на сцене. Вот сцена любит. Это, когда они выходили вдвоем, все замирали, понимаете? Если бы муха в зале летела, ее было бы слышно, как летит эта муха. Королева и вот князь, понимаете? Это было неповторимое зрелище, честное слово. У меня нет слов, чтобы вот выразить вот эти эмоции, которые человек испытывал тогда, когда смотрел на эту необыкновенную пару, танцующие старинный остинский плавный танец. Да, красиво, правда. Нодар Артемович, вот вы в одном из интервью сказали, что на ваше творчество, и сейчас, в принципе, вы немножечко упомянули, повлияла Альбина Баева. А да, она вас увидела тогда, когда вы в ансамбле «Щим», да? В Схинвале, да. В 1967 году. Что она вам предложила? Переехать сюда? Благодаря ей я здесь, на Северном Кавказе, оказался. Не знаю, где бы я оказался. Может, у грузинов был с нуля. Она пригласила вас в ансамбль «Алан». Да, они приехали к нам с концертом туда, конечно, тогда тоже сильный коллектив был. Ну, тогда были песни и танцы. К нам приехали, конечно, там, с Хазби Гаглоевым, Хазби Федоровичем, они как брат и сестра были, друг друга, они, ой, какая пара была бы. Но
Пришла к нам на репетицию и увидела меня. Я только там, зелененький мальчик. Он говорит, мне нужен. Хазби говорит, никогда в жизни, ни в коем случае. Нет, говорит, Альбина, все, что хочешь, нет. Но там все-таки она нашла время, и мне в ухо там, я тебя жду в Владикавказе. Все, мне больше ничего не надо было. Тем более, когда я их увидел танцевать. И у нас была школа совсем другая, вот, типа грузинская. Ну, это же Грузия все-таки была. Но когда я увидел вот их танцы, я говорю, и как они разговаривали, как здесь разговаривают по-осетински. Я захотел, какие же мы осетины, вот осетины, вот танцуют, вот кто танцует, как они танцуют. Нет, я взял, я изменил своему Хазбигаглоеву, который меня поставил. До сих пор то, что у меня есть, как я стою, как я хожу, как я танцую. Ну, наверное, с моим трудом и там подобное, как Жанна сказала, прибавилось у меня. Но так как он меня поставил, так и до сих пор я. И то, что я и своим подопечным тоже говорю, я взял и без всякого ничего, даже не попрощался, встал и убежал. Ну, пацан что-то, поманили меня, и я ушел. А потом чуть-чуть жалел, наверное, когда я в армии оказался, что я неправильно поступил. Все-таки, да? Ну, давайте тогда посмотрим видео и потом вернемся к беседе. Вы, наверное, все были знакомы с Альбиной Баевой. Вот, ну, мне интересно, что было в ней такого особенного, кроме такого мастерства? Это понятное дело. Она была и красивая женщина, красивая танцовщица. Но вот что-то особенное, говорят, в ней была. Харизма, наверное. Природа ее так создала. Ну, она была... Весь Кавказ на нее равнялись. А когда у грузинов оказался в Сухишвили знаменитый коллектив, я смотрю, что-то их руки... Что-то мне напоминали, вот ее манера исполнения. Я спрашиваю там солистки их. Я говорю, что-то вот Альбину, я говорю, как? Она, говорит, приезжает сюда, нам показывает. Мастер-класс там делала. Мы ничего не знали об этом. Они боготворили там. Они усыновили, удочерили эти два кита, два великих человека. Илья Ильич Сухишвили, Нино Шавовна Рамишвили. Сухишвили, между прочим, не Швили, а Сухиев. Он лучше меня по-астински рассказал. В чем в Альбине? Это неповторимый человек. Какой-то секрет все-таки есть. Как профессионал, ну как человек. Это конец всему как человек. Про нее, когда что-то говорят отрицательное, это невозможно про нее отрицательное. Ну, конечно, у человека есть человек, такое создание. Иногда бывает, вот, срывы бывают или что-то там бывает, значит, у кого не бывает. У великих людей это... Но она могла все сделать для тебя. В Советском Союзе за тебя все могла сделать.
честное слово. Куда бы мы ни приехали, где бы мы ни были за границей, всегда выделяли ей даже вертолеты, честное слово. Лично в посольстве вот такое уважение было. И мы с гордостью ходили, что вот у нас вот она. Да, но был и не очень такой хороший период тоже в ее жизни. С одной стороны, здесь ее поднимали, а потом... Нехороший период. Это не только у нас в искусстве, но и в спорте бывает. Тебя поднимают, а потом... Сбрасывают. А потом как незаслуженно, как уронят, и все. И вот с ней вот это случилось. Почему я у грузинов оказался? Потому что я не подписал это грязное письмо. И я раньше ушел, между прочим. Я ей говорю: Альбина, уходи, пока здесь с тобой что-нибудь не случилось. А письмо это кто? Это туда наверх писали, чтобы... все, что-то хотели, чтобы ее не было в коллективе. Представьте себе. Весь Кавказ преклонялись перед в Алане, да. И вот она, когда ушла, вещи надо своими именами назвать. Она не выдержала вот этот стресс и заболела. Слово зависть. Вот зависть. Известно и все. тебе? Зависть. Понимаешь? Альбина была, вот где я была там девчонка, она была уже взрослая, красивая. И она, она иногда приходила к нам на репетиции во дворец металлургов, и она нам давала советы. Она была необыкновенно доброжелательным человеком. У нее была такая энергетика, ее всегда хотелось потрогать. Вот как котенок бывает, который мурлычет, да, вот это обаяние какое-то. Понимаете, она обладала невероятным обаянием. Оно распространялось не только на общающегося с ним человеком, оно распространялось. Если бы она была здесь, вот эта вся аудитория была бы заполнена ее необыкновенной добротой, обаянием, чем-то, правильно Нодар сказал, чем-то необыкновенным, данным природой. Я следовала всем ее советам. Как-то мы в зале Чайковского, то ли декада была, 74-й год, это был Остинская культура и искусство. Потом мы в Питер оттуда уехали. Вот вся Северная Осетия, все танцевальные коллективы. И вот Альбина даже... Она снисходила до каждой девчонки, до каждой танцовщицы и говорила: сними черные носочки, одень серебряные туфельки, волосики наверх сделай, а у тебя одна косичка длиннее. Понимаете, она вот настоящая была, понимаете, она была настоящая. Ну, а Северная Осетия-зависть, это у нас передовое какое-то... В генах, по-моему. Да. Когда Альбина ушла из Алана, она организовала свой коллектив «Арт-филармонии». И сначала нас было 3 девочки, и Аза Тебиева с нами была. И ребята были у нас было очень немного. И в таком небольшом составе, человек 10, я не помню, 10-9, мы объездили. У вас был замечательный тогда коллектив. Да, объездили очень много стран. И сливки всех профессионалов ушли туда к Альбине. Да. Тогда я, честно говоря, только у нее начинала учиться остинскому танцу национальному. Мне было очень тяжело. Это уже было в таком возрасте, что переучиваться тяжеловато бывает. Да вам танцевать не надо было. Вы когда выходили на сцену в гриме, вы были красавицами. Все, кто мы в зале сидели, мы просто любовались даже вашим внешним видом. А танцевать, что значит? Ты балерина, ты тоже... это очень мешало, высочайшего профессионального уровня танцовщицы. Это Мне кажется, мешало. в то время каждый был вот звезда. Конечно. Каждый танцор — это звезда. Коллектива не было больше. Нам говорили, что вы все разные, но все вы потихонечку похожи на Альбину почему-то. Наверное, манера ее передавалась. А когда мы репетировали в филармонии, там же нет на сцене, там не было зеркала. И когда шли просто разминка или какой-то танец, и мы шли по кругу, Альбина сидела так на краю сцены, на стуле. Зеркало нам не нужно было. Мы поглядывали на ее лицо, и там было написано все наши ошибки. Кто что плохо делал, кто что хорошо делает. Все было у нее на лице. То есть это было вместо зеркала. Мы ее... Каждый мог видеть, да, свои? Абсолютно. На ее лице была вся реакция на наш танец. И мы ее, конечно, безумно уважали, любили.
но боялись, по-хорошему тоже боялись, потому что я перед каждой репетицией переживала больше, чем перед концертом, потому что знала, что будут замечания, будет все заново много раз прогоняться. Она сплотила наш коллектив настолько, что мы... Вот сейчас я вспоминаю, я сама себе не очень верю. Когда она спрашивала, ну что, наступало воскресенье, она спрашивала, ну что, хотите выходной? И мы начинали все так, ой, нет, не надо. Мы искренне грустили, потому что все самое интересное, все самое замечательное происходило на работе, рядом с ней. То есть мы дружили не только друг с другом, а у нас семьи наши дружили, наши все вот родители, братья, сестры, да. Есть такие люди, да, вот созидатели, есть разрушители, абсолютно, есть созидатели. Да. Вот она, наверное, была из такого. Вот бывают же судьбоносные встречи, да? Вот однажды к нам пришла на репетицию Альбина, допустим, один раз она пришла в Джигит, да, во дворец металлургов, и однажды пришел Пигу Торчинов. И вот когда Пигу Торчинов пришел, и мы репетировали, и он говорит, девочки, глазки. Он поработал одну репетицию над нашей мимикой. Вы не поверите, я помню каждое его слово и каждое движение, которое нужно делать до сих пор. Точно так же Альбина. Она нам показала, у нее были необыкновенные пластичные руки. И вот она нам это все показывала. Конечно, так у нас никогда не получится и не получалось, но это были какие-то, вот точно так же, как с Володей Дудиевым, мы много-много концертов провели. Я помню каждое его замечание. Точно так же я помню каждое слово, которое говорила Альбина, вот моим подружкам, с кем мы танцевали. Нодар, мне просто очень интересно, вот Альбина, когда сама танцевала, ты же с ней танцевал? Конечно. Вот она... Вот ты мой брат, ты мой друг, да? А вот Альбина как себя вот вела, например, да, Ир? Вот мне, например, очень интересно. Да. Она вот как, простая была, добрая или вот... Очень... Не просто было с ней танцевать. Вот Да? так выйти, сейчас асса колбаса и прыгать, и бегать, это самое. Очень трудно с ней было танцевать. Не дай бог что-нибудь не то. Сколько замечаний так же, она как с тобой. делала. Сколько она делала замечаний. Вот это знаменитый Тотоев, Казбек, знаменитый Алибек Хасиев. Они боялись с ней танцевать. Но я думаю... Я не знаю, это чисто когда она что-то показывала, вот какой-то момент покажет, уже объясняет, ничего не получается. Она пошла сама, что-то показала, и все, нам хотелось увольняться, потому что тут дальше смысла не было, потому что так никогда не получится. Ну, Альбина открыла много звезд. Одна из таких звезд Зарина Ватаева. Она с вами тоже и в Алане танцевала. Нодар, сегодня она пришла к нам в студию, чтобы вас поздравить. Я приглашаю ее присоединиться к нашей беседе. Добрый вечер. Добрый вечер, спасибо, Зарина. Добрый вечер. Кировский мост. Спасибо, что пришли. Спасибо вам. Присаживайтесь. Спасибо. Зарина, говорим об ансамбле «Алан», говорим о том, что вот все-таки в тот период было очень много ярких звезд. Не знаю, ансамбль был лицом республики тогда, да, «Алан»? Сегодня вот как-то мало мы видим, несмотря на то, что много талантливых танцоров в ансамбле, тем не менее, ну, немножечко уступают они, конечно, тому составу. Ваше знакомство с Нодаром? Можно насчет вот этого, что сейчас вот так ансамбль, так и тогда был так. Это были, какое-то время были этот самый, забытый был ансамбль «Алан». Вот, например, нынешнее руководство, они обратили, зарплата была маленькая, ничего, ну, после Кабалоева были забыты. Белар Мазаевич Кабалоев, царство ему небесное. Он всегда у нас бывал 3 раза в месяц, если не будет на репетиции. Первый секретарь обкома партии у нас сидит. Это же с ума сойти можно. А вот сейчас у них нормально. Пошли они наверх, потому что нынешнее руководство, я не знаю, они обратили на них внимание очень сильно. Вот
руководство, например, Зелимханович Вячеслав Битаров, зарплату им поднял. Там многое чего-то им делают. Они очень многое делают в искусстве. Честно говоря, я думала, ты скажешь о том, как мы с тобой познакомились, а ты начал об ансамбле. Нет, честно, ты понимаешь? Вот сейчас я обижусь. Сейчас они пошли наверх. Она там работает. Она инспектор балетной группы и все. Завтруппой называется. Завтруппой называется. Зарина, какой год был, когда вы познакомились? Ой, страшно говорить. Можно не будем уточнять это? А то я сама пугаюсь, какой год был. Я знаю, что мне было 18 лет тогда. Ну вот все время говорим об ансамбле «Алан». Ансамбль «Алан», он был, есть и будет всегда. Что бы там ни происходило и как бы ни было, ансамбль «Алан» — это ансамбль «Алан». Лицо республики, елки-палки, визитная карточка. Ну, Дара, знаю, Господи, уже вообще страшно сказать, сколько лет, сколько мы знакомы, сколько мы знаем друг о друге. Все о тебе красивое, все сказали, уже говорить не надо. Давай с плохого начинай. Хорошо, плохое. Мы с Нодаром были в Аргентине вместе. О, уже переходим к этой теме. Ну давайте тогда скажем, что вы, значит, в театре Нарты тоже, в конном театре. В конном театре даже довелось нам поработать вместе. Мы оказались там волей судеб. Южное полушарие. Да, и, значит, вместе были на корабле, даже не на корабле, на теплоходе, профессор Рыболтовский, да, как мы выдержали эти штормы девятибальные. Ну вообще, конечно, эту историю вот с каким-то ужасом все артисты вспоминают. Ужаснее не бывает, но мы весело. Ну это был ужас, да, но с нами же был Нодар. Он просыпался утром, он же энергичный парень, ему надо все время двигаться, а нам бы поспать как-нибудь там побольше, поваляться. Он просыпался очень рано, выходил, значит, вот как это называется, как этот коридор? На палубу и кричал: «Рота, подъем! Форма одежды, голый торс, трусы, ботинки, встали, пошли на зарядку». Он нас поднимал, понимаешь, Ира, вытаскивал каждого с кровати, выводил туда на корму. Ну, немножечко такой предыстории для телезрителей, которые, ну, не знают, что было в Аргентине. Что это была за Аргентина? Да, как вы туда поехали? Вы поехали с какой-то программой, да? У нас была шикарная, очень интересная программа, и делал ее Анатолий Гаврилович Дзиваев. Такого не было ни у кого. Очень больно говорить о том, что, ну, так все это крахом таким завершилось. Развалили коллектив. Да. А вообще задумка была грандиозная. Там лошади, люди смешались в кучу. Было очень красиво, очень интересно. Номера были концертные, очень интересные. Все было, выходило друг из друга. Единственная была загвоздка я, потому что я очень боялась лошадей. Я на лошадь так и не села, ты это помнишь, да? И пришлось из-за главной героини менять этот... Сценарий. А вы там в Аргентине все-таки вот показали, представление, оно состоялось там в итоге? Ну, 3 или 4, да? 3 или 4. Нас никто там не ждал. За 8 месяцев мы заработали $25. Это было нормально. Я помню Нодара, который ходил, чтобы девочкам купить там вот нам... были нужны какие-то вещи. Да, элементарно зубная паста нужна. Зарина, да? Это когда вам не на что вернуться было? Да, это вот когда конный театр уехал в Аргентину. Ушел на всю республику. Нодар грузил муку, он разгружал муку в порту, и потом приходил, мука попадала в глаза. От мучной. И от мучной пыли он ни черта практически не видел. Я помню это все. Я помню, когда нормальный, вот, значит, мы же кораблем шли, моряки идут. И, значит, у людей бывает морская болезнь. Да. Океан Атлантический. Штормы 9 баллов были, да? Были такие. Сезон такой. Да, сезон нехороший. Вот у нормальных людей, значит, это нормальные люди привыкают к этой качке, и у них проходит не надо смеяться, морская болезнь. Я ненормальный человек, она у меня что туда была, что обратно. Ужас. И тяжело было Нодару, ему самому было нелегко, да, вот во время этих штормов, но он сидел ночами возле меня, где он находил эту минеральную воду в открытом океане, я не знаю.
Под мешками с мукой, наверное. Где она у тебя была? У экипажа все было. Он приносил мне минералку, чтобы мне было легче. Просто я попью, и вот сеструха... И кричал, не спать, Родина в опасности. Да? Нет, он тогда вот жалел меня, он давал мне Да. просто... И только спрашивал, тебе лучше, слушай. Наверное, ждал, что все-таки уже скажу не лучше. Но я выкарабкалась. Благодаря тебе. А сколько месяцев вы там в 6 итоге? месяцев мы Полгода. бедствовали. Зачем? 8... 90 человек нас было. Экипаж Аргентине, да. 30. И вот так мы Вы голодали, за этот... ничего было есть, да? Было, да. Когда мы вернулись обратно в Петербург, то мы заходили когда в... самолет приземлился в Осетии, помнишь, Нодик, мы землю целовали. Я сама бы, вот если бы мне рассказывали, я бы не поверила. Никогда бы я землю буду целовать. Ребятам нечего было курить, и они заворачивали вот в библиотеке. В газетную бумагу заворачивали чай. Чай заворачивали, чай курили. Если бы кто-то, А наверное... кто нас отправил, не ясно. До сих пор я До не сих пор никто понял, не зачем знает, нас да. туда отправили. Ну, забрал без нас Галазов, вернул домой Галазов, это точно. Ну да. А кто нас туда увез? Помните, как в том анекдоте, если бы кто-то из девушек тогда вышел замуж после этой поездки, ее бы на третий день вернули, сказали бы, ай, шуту, а чужой кадын затафункан. Не, мы вот так, Есть как мы анекдот. там даже бедствовали, ну, один за всех, все за одного были. Вот Ну, как это мушкетеры самое главное. говорили там у Дюма. Да, мы очень дружные. Сколько раз мы дрались из-за вас? В церкви, когда нас избили, не помню. А, на Пасху? Да. Помню. А я не ходила, но помню. А это за что? Мира, да. А я не Ну, там знаю, они я не приставали помню. к нашим девочкам, там эти ну, латиноамериканцы, естественно, вот это как самое. Хороший народ, кавказские не мужчины. знаю, какой хороший, но до Не, ну, мы нашей подружились. поездки я был с грузинами, там тогда еще Советский Союз был. Ну, нам тоже такое хотели сделать, но через посольство их утихомирили. Ну, вот И я заплатили то, что надо было заплатить. А мы никому там не нужны были. Мы даже дошли до такого состояния, до Зарина. Уговорили капитана, продай корабль, а мы продаем наших лошадей, которые там никому не нужны были. Наши лошади в этой ранчо, они как гизельские козлы были с их лошадями. Кому они нужны? Но мы хотели, чтобы... $800 стоило, да, билет в Буэнос-Айрес, Чтобы Москва. как-то до дома добраться, Чтобы да? вылететь Сулафан, родина, намечен хахта, но ай на казахта. Вот это мечтали. Сегодня Ну, а это потом немножко- Галазов нас вернул в царство и заплатили там еще, что задолжали. Аферисты там очень много. Тем более они когда поняли, нету Советского Союза, все. Где-то в одном из интервью вы сказали, я ведь был моряком, я видел, в каком состоянии был корабль, ржавый, как мы вернулись, непонятно. Я же в Ленинграде тебе говорил, Зарина, давайте соберем сумочки, ночью встанем и Говорил. сходим на берег в Ленинграде. Говорил. И уплыли к себе домой. Говорил. Во Но мы же не верили, Владикавказ. мы шли к светлому Мы не будущему. доплывем, я говорю, до этого, потому что я моряк, я знал. Не, Мы он чуть не правда. утонули. Мы 3 раза... это правда, это не... Вот сейчас, наверное, уже, конечно, смешно, и мы как-то... Ну вот... Бискайский залив, правильно говорю? Бискайский залив. За нами 3 корабля страшнейший. шли, они затонули. Они посылали нам СОС, но потому что у нас полкоманды Какой сос разбежалось, на хисар бунгаджодисма? капитан побоялся, что мы тоже утонем, и он не развернулся к этим кораблям. И мы так и ушли, Какой кошмар. не оказав помощи. Ну, у нас полкоманды убежало. Остались только танцоры, лошади и капитан. Все-таки, что вам давало силы преодолевать все эти Мы были трудности? очень дружные, мы были молодые, мы друг другу верили, мы друг в друга верили. Тем более мы откуда вошли? Мы ехали, мы осетины, у нас была мощная программа. Ты знаешь, какая программа? Ира говорит, уже когда вы обратно возвращались. Мы повезли Что вам отверженье. дало силы выдержать обратную Осетинскую дорогу? свадьбу он сделал. Дзиваев Анатолий Гаврилович, царство ему небесное. Ну, вот видишь, судьба есть судьба все-таки. Ну, Не получилось у нас. Но у нас есть видео, такое сообщение. Тамерлан Сабанов, заслуженный артист Российской Федерации, сегодня он не смог прийти, но у нас есть видео для вас. И он тоже побывал, кстати, он вместе тоже были, был да, в в Аргентине. Аргентине? Невероятный он актер, сейчас режиссер. Режиссер. И товарищ, в беде узнаю товарища, там тоже вот это и все.
Я не знаю, он очень хороший мальчик. Давайте послушаем, потом продолжим беседу. Нодар, плита нодар жонан танграгай. Уманма театрма кушма кубастан мин фарашада аштая мажем. Вот йом театр алан ансамбльма, театр юраншты, натака нашхакта, амаю буфет марбавадышты, кафчита. Амаюэй сценейдер дишагмам кашти, нодар кафкая, кафкая украсади. Шажы хужан. Як абаштаю каппар штафайнардам, вады йорим масади шаг кашти. Нодар у курдиат дарамиш. Хусавайла вард курдиат. Фаламахиоса курдиат ма та куштуар жон зинат, яхам куша глагу, яхам куштуар жону. Ама яхивал кушта ама кушим, ама абондарма сценаем. Шажы хужан расау ама адаман синзинат хашим. Салдар бона фаштам. Ахашт кана дашима артиша зажим. Ама якарута. Фцаждар янаниш зинат. Аштай яжардар ухш кудва, якуштайдар. Ялварш суар жон адами, хеудонима. Сарын ама саун сарды фандагл саун ябон кудва, яхамамон саураттад. Шадажик ашарыл кудба хижа, ама замахтар авдишанта кудвам, яхамамон саураттад. Биранын сар наваржон нодар, плиты нодар, биранын сар. Ну, приятные слова. Вот он сказал то, что я тебе хотела сказать. На русском языке так не прозвучит. Так не прозвучит. Ну, еще вот мы говорим о Нодаре как о человеке искусства. Но я хочу два слова сказать о нем как просто о человеке, о друге. Вы потому что давно дружите, да? О товарище, да, о брате. Вот Нодар настолько скромный и неприхотливый, что я всегда удивляюсь этому, всегда. Он такой, если я буду плакать, мне будет плохо, он тоже будет плакать вместе со мной. Он удивительной, тонкой, душевной организации человек. И в этом я убеждалась не раз. Он очень чувствительный, он всегда хочет помочь человеку, который нуждается в любой помощи. Он всегда поддержит человека добрым словом, шуткой. Мне кажется, вот мы возвращаемся к нашему первому вопросу, да, в чем секрет молодости и здоровья такого. Наверное, да. вот он такие не стареет качества... совершенно, ему 18. Это вообще. Вот эти качества и делают нас... И вот когда он обгонял меня в Дендрарии, я ему кричу: Нодар, ты уже 5-й круг делаешь. Он: да, я уже в баню, на ЦУМ, за ЦУМом, оттуда в 3 куртках. Он говорит: я 100 грамм набрал лишних. И говорит: мне надо их скинуть. Ну, мы молчим о лишних граммах. Вот. Ну вот после ансамбля «Алан» вы работали в Кабардинке, да, вы уехали... До ансамбля «Алан» в Кабардинке я работал. Вот в тот период, когда в ансамбле вас так не особо приняли, да, вы уехали в Кабардинку. Ну, что-то было такое, я не знаю, там и руководство, это всегда бывает. Ну, Альбина так хотела, но другие так не хотели. Ну, тогда она была звезда, конечно, как сейчас говорят, звезда. В наши времена звезды там, между прочим. Звезды там, здесь простые люди. Что звезда да звезда? Если тебя народ знает, обязательно надо кричать, что ты звезда. Народ не тебя знает, этого достаточно. Вот тебя знает, вот он идет, вот она идет, и все. Нет, звезда, 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 я земля, звезда, звезда, я земля. Зачем? Если говорить про ансамбль «Кабардинка», вы же долгое время там тоже, да, проработали? Я до армии там был. Сколько лет? Оттуда меня почти что год. В Кабардинке? А потом вернулся после... Я на флоте 4 года попался туда. Ну, я не жалею, что туда попал. А вот ансамбль Сухишвили, Рамишвили? Сухишвили, Рамишвили, я после... Я не дотанцевал 1 год до Зарина. До пенсии? До пенсии здесь, в нашем коллективе.
Год не доработал здесь, я уехали стал, туда. Я ненужным элементом здесь оказался, я не хотел мешать никому. И я встал, взял свою сумку и уехал туда. Год не доработал. Я даже боялся туда к ним прийти, когда меня просили до этого, лет 10 тому назад, ты нам нужен, иди сюда, что там делать. Я сказал, я осетин, я должен быть усвоить. Я к Моисею, почему не пошел? Альбина, когда один раз сказала, бедная, ты меня бросаешь после Афганистана, никогда в жизни я не брошу. Вот он мне, Моисеев, этот поставил, такой ультиматум. Но да, возвращаясь с ними, был в Афганистане, первая афганская конференция там была, и он был, там концерт сделали, с ними был там. Он в самолете мне говорит, жена рядом сидит, его. Ну, да, прилетим, и все, подумай вот здесь сейчас, ты мне нужен, не этот самый каким. Я говорю, я подумаю, и все. Когда мне Альбина так сказала, ты нас бросаешь, я говорю, нет. Кстати, я вернулся и уехал в Сухишвили вот так. Хотел танцевать. Вот если вы, Коль, заговорили про ансамбль Моисеева, я где-то когда-то видела старые такие кадры, где они танцуют щимт, по-моему. Ну, это очень... Не получилось. И он ее снял. Он сказал, вот его слова. И один раз танцевали. Совершенно, да, вот совершенно. Один раз танцевали, один раз. Он смотрел, концерт посмотрел, и хоть они очень сильно желали ее танцевать. Все хотят с ним танцевать, все. Это невероятный танец. Это танец, вот профессиональный себе. Это номер один в мировой хореографии. Китайцы спрашивают, что это такое. Великий Рамишвили, что она не понимала, что закончить свой танец чичирдиком или что-нибудь там, это самое. Они заканчивали. Мощную программу он заканчивали симдом. Это был гвоздем этой программы. Вот так вот. Приняли меня. Ага, Сухишвили, Рамишвили. С такими титулами никогда к ним не приходил. А потом они меня знали, что личный состав коллектива, что Зарундус. Зарун Ладжи не застал уже, он умер. Ну, Тенгиз Ильич Сухишвили, руководитель. Ну, сегодня этот ансамбль тоже так вот, он и громко гремит, можно сказать, и он развивается. Вот мне кажется, что, я не знаю, ответьте вы как профессионалы, вот не кажется вам, что танец, он должен развиваться, и каким образом он должен развиваться? Вот в народном плане, не отходя от народности, какой бы ты ни исполнял национальный танец, от фольклора не надо уходить далеко, нечего выдумывать. В общем, в симде не надо думать всякие вот эти закоулки, вот это самое. Симд как танцевали. Вот, допустим, возьмем вот простейший симд в кинофильме «Фатима», как они его протанцевали. Вот, чуть-чуть показали, но вот так надо. Танец – это народное достояние, дагестанский, аджарский, кабардинский. Его надо так преподносить, как его в народе танцевал. Но надо, вот, например, аджарский возьмет. Аджарский танец, гандаган, это не их танец. Это они взяли у турков. Если вы увидите, как его турки исполняют, это посмешище какое-то. Да? Но грузины его сделали, классику из него сделали. И гремит, где бы мы ее не танцевали. Но, конечно, после симда. Пусть мне извинят грузины, но симд есть симд. А вот я где-то в интернете, Ирина, на Нудару хочу обратиться. Где-то в интернете я видела, что вы говорили, что сейчас симд мало танцуют. Вы говорили же такое? Говорили. А я с вами совершенно не согласна. На всех свадьбах, уж больше, чем я, на свадьбах никто не бывает. На всех свадьбах танцуют щимт. Вот за последнее время уже, да. Сейчас да? В прошлом году даже в этом праздник будет. Я всех поздравляю. И те, которые нас слышат, вот 8 числа будет великий праздник наш. Хетаджу Астаджия Хурзахнават и Уэлдар всех. Там грандиозный, я там не был, но там грандиозный симд танцевали. Вот видишь, это тоже руководство, нынешнее руководство, это ихное, это было.
Другое дело, астины настолько интернациональный народ. Зарина, вот на наших свадьбах кабардинские танцы, прекрасно молодежь танцует, правда же? Да. Грузинские танцы, аджарские, вот это все. Но я не уверена, что в Грузии мы увидим, как танцуют астинские танцы также. Я не уверена, что, приехав в Кабарду на свадьбу, мы увидим там хонга, кафт или щимт. В этом я не уверена. Но это плюс, это нам не минус, это нам только плюс. И дай бог, чтобы мы еще танцы народов мира начали исполнять на наших Это вы имеете в свадьбах. виду за хребтом, где грузины живут? Что? Нет, я имею в виду Они на страшно свадьбе. любили этот На танец. свадьбу. Вот, например, когда эта женщина, наша Нино Шауна Рамишвили, мы ее назвали Мамида, назвали. Мамида как переводится? Тетя. Почему ты у меня спрашиваешь по-грузински, как переводится? Мамида, но никто не осмеливал ее лично назвать Мамидой. Вот, коль мы заговорили уже о развитии танца, я предлагаю посмотреть ансамбль Сохишвили Рамишвили, он такой вот современный, и потом продолжить беседу. Вот это нынешний коллектив. Очень что-то внесли хорошее. Что за танец? Тецук. Ну вот мне кажется, сегодня Вот я чего-то такого нам не хватает. Да. Они подкачнулись, даже после развала Советского Союза, после того, как стали эти грузины, эти украинцы, эти там, Средняя Азия, это все разошлись. Они не потеряли свою марку. Я позапрошлом году был, но я свое слово там тоже сказал. Я говорю, таких звезд, которые вот здесь были у вас, Афридон, Сулаберидзе, Мхеидзе, там, даже Осетини, Хозашвили, Хозит Лапута. Там в этом коллективе всегда они обижаются, даже вот Нино обижается, Нодар говорит, так говорили. Там были осетины, как Умар Хубаев. Заронла Куцертойзон, Заронла Гилья Ильич. Пока, говорит, будет осетины будут играть в тбилисском Динамо, осетины, будет тбилисское Динамо на первом месте. Пока у меня, говорит, будут осетины, я тоже, говорит, вот эти. Ну, я тогда приглашаю присоединиться к нашей беседе человека, который проработал и в Осетии, и в Москве, и за границей, и имеет свой взгляд на развитие танца. Валерий Суанов сегодня пришел лично поздравить вас с юбилеем. Добрый вечер. Для меня все, я не могу допомогать. С юбилеем. Спасибо, что пришли. Валера, ну вот мы давно знакомы, поэтому могу позволить себе на «ты». На твой взгляд, должен ли национальный танец вот застыть в такой в классической форме? Мы говорим о развитии танца. Ну, на мой взгляд, должен. Но эта статика должна стоять в музее. То есть есть астинская хореография в классической ее интерпретации, то, в каком виде мы ее привыкли видеть, но этот музейный экспонат должен тогда занять место в музее. Для того, чтобы хореография развивалась, нужно вводить, модернизировать ее, вводить какие-то нововведения и таким образом развивать ее. Ну, а вдруг это тогда не будет то, что вот мы любим и знаем? Это уже не щинт, это уже не хонга. Для этого, эту модернизацию должны делать, конечно, это талантливые люди.
И этот подход должен быть комплексным. То есть недостаточно просто модернизировать хореографическую лексику, также нужно модернизировать музыкальный материал, видение, навязывать свое видение. Мне кажется, это тоже необходимо делать, потому что это очень сложный этап для того, чтобы поменять сознание людей, для того, чтобы зритель привык к этому, тоже нужно пройти, чтобы прошло какое-то время. Ну вот, наверное, то, что сегодня мы считаем классикой, это же когда-то тоже было свежо и ново. Вот я сейчас хотела это сказать, конечно. Естественно. Все же время для всего существует. Диктует свои На то оно и время. Давайте будем честными, то, что мы видим на сегодняшний день в национальной хореографии, это тоже не исконно осетинские танцы. Я могу ошибаться, маэстро может меня поправить, но вся лексика, вся хореография, она модернизировалась. И мы ее сейчас называем классикой, но когда-то это тоже была модернизация, и это были нововведения. Что касается и трюковой части, и исполнительской составляющей. Все это модернизация. То есть для того, чтобы нам что-то сегодня поменять, нам нужно поменять сознание людей, не бояться этого и смело делать. Да, у нас как будто бы какой-то вот запрет на развитие танца. Я недавно общалась с одной молодой девушкой, которая закончила не вуз, ну вот училище. И она, значит, говорит, я так хочу как-то вот что-то поэкспериментировать, что-то вот добавить новое. Но я понимаю, что мне говорят все, что меня не поймут. И те же педагоги говорят, что это такое. Да? Вот что это за запрет и почему мы не хотим принимать ничего нового? Как поменять сознание людей, зрителей? Дайте этой девушке мой номер телефона, и я найду выход для ее творчества. Надо не бояться, просто переть в этом плане вперед, и за собой надо вести людей, а не плестись за экспонатами музейными. Ничего, если это будет скандал, ничего страшного. «Лебединое озеро» тоже был провальный спектакль сначала. То же самое происходит, то, что сейчас увидели, вот, Сухчилийский коллектив. Этот молодой парень и вот эта сестра, брат и сестра там остались, внук и внучка. Вот они тоже внесли, вот и вносят. И ничего плохого там нету. Но там те, которые нас видели, тогда еще от Сухчили, чисто национальное вот это, они тоже, вот как он сказал, Валерий, в сознании людей очень трудно ее поменять. Те, которые тогда видели, они говорят, а что это такое, что... А между прочим, я тоже с прошлого века, и я там танцевал. Мне нравится то, что он делает. И современное что-то, не отходя уже от кассы. Пожалуйста, делайте что-то новое, а если кому-то это новое очень сильно мешает, оставьте программу с тем, что нравится тем, кому это мешает. И будет нормально, нет? Нельзя так сделать? Можно сделать вообще несколько дней. Можно вообще придумать вариации для того, как это должно меняться. Да, лишь бы в мозги, лишь бы у тебя было желание, тебе хотелось это делать, и у тебя были интересные идеи, и с тобой рядом были соратники, готовые идти за тобой и готовые тебе помогать. Вот, это, наверное, да? Я перебила вас? Нет, я наблюдаю, вот, допустим, как наш неувидаемый символ осетинской хореографии существует на сцене, и ведь Нодар тоже вносит какие-то свои элементы в хореографию. Но его никто не сможет обвинить, потому что он уже достиг определенных высот. И не считаться с ним, я считаю, это на сегодняшний день преступление. Можно критиковать, можно там, не знаю, мимики какие-то строить на это, но факт есть факт. У нас есть явление, как Нодар Плиев. Поэтому, не знаю, наверное, нужен такой лидер, который бы достиг чего-то большого и сказал, вот, уважаемые зрители, уважаемые эксперты, я ответственно заявляю, что вот в этом векторе мы должны двигаться, и вот так должна модернизироваться осетинская хореография. Вот у нас как, честное слово, может кто-нибудь вот, разумно, вот как вот вы сейчас видели, вот Сухичвили, вот, он все, там против него сильно говорят. Тем не менее, человек это все сделал. У нас назад идем, честно сказать. Кто не придет в госансамбль Алан, ничего. Единственный человек вот, с высшим образованием.
Он все перевидел в это. Я его любил и люблю как танцовщика, классического, в национальном стиле даже. Я его видел Арвайдане, по-моему, да. Да, танцевал. Этот великолепный вот коллектив Арвайдан всего-навсего 2 раза, 3 раза Жанна, вы же тоже, да, принимали участие? Какое-то новшество было. Меня там роняли даже. Луч света в темном царстве. Я его назвал луч света в темном царстве, в хореографии. Пац, моя отдавала котой, это не то, это что такое, никто ничего. Те, которые понимали, и тому не дали посмотреть как следует. Это назад-обратно. Ну, к счастью, у нас сегодня есть вот Валера, и его уже постановки, уже их достаточное количество. Ну, яркое доказательство тому, что надо развивать хореографию, надо что-то менять. То есть там безоговорочно, ну, я считаю, я боюсь большие высокопарные слова говорить, я считаю, что талантливые очень постановки. Каждый раз, допустим, та же «Дочь Амазонки», они репетировали «Победившие смерть», еще одна постановка. То, что репетировалось у нас в колледже, я присутствовала на каждых репетициях, и на каждой репетиции, зная, что будет следующая нотка, следующий шаг, я все время к концу спектакля, к концу этой постановки начинала плакать и отворачивалась, потому что настолько это гениально поставлено, что невозможно смотреть. 100 раз я это видела, и 100 раз доходила, и не только я одна. Ну, возможно, поиск и эксперименты молодых хореографов приведут к созданию чего-то, что со временем тоже станет классикой. Надеемся на это. Ну, а мы продолжаем наш эфир. Много людей сегодня вас хотела поздравить лично. Наш корреспондент Зарина Дзагоева вместе с продюсером национального телевидения Осетии Рыштон Диной Сабановой подготовили видеоматериал. Вас поздравляют друзья, коллеги, поклонники вашего таланта. Внимание на экран. Нодар да гурамбон хоржахта вот крайгурта удая бомма ирштоны тршатың бар жон хашиш сбаштатна утяхамнай маллы башледер ситтавалах ижима маданаж мадамима манак чимам хау маллы фарш йодони марфа канын тартар даряфта трша баржон кут хашай касал кадам савай ом заба хорж бараканан тима кудаждаха ирштомба саудня хамар фараканат ирштон хождарлап удайда ирштон хорзинатта фанды Ирштон тршатың бар жон хашиш, емамадың куд бантшада сарды бонты саудын сарды бонты раттаудон ойдым сау сыштпаваржы. Нодар, я считаю себя твоим младшим, и я сегодня очень рад, что имею такую возможность тебя поздравить. Ты пример для всей молодежи, которая сегодня работает в искусстве, да и не только в искусстве, служению и быть преданным своему делу до конца. Я вижу, как каждое утро мы с тобой встречаемся на водной и в какой-то прекрасной физической форме. Это твое трудолюбие и это гены, которым тебя наградила судьба, жизнь, Бог. И ты до конца верен своей профессии. Я очень рад, что я являюсь современником твоим. Я лично с тобой знаком. И мы работали в одном спектакле, где ты был хореографом-постановщиком в «Черной бурке», которая для меня стала этапной. Я желаю тебе здоровья и чтобы таких же кумиров, которым ты являешься ты для нас, в Осетии было больше. С днем рождения тебя, Нодар! Ну, как? Приятно? Это еще не все. Впереди еще много поздравляю. Но вы как-то вот, я не знаю, после таких пожеланий, вот на вас смотришь, вы почему-то грустить начинаете. Ну, 70 лет. А что радоваться? Ну, Дар, я под впечатлением прошедшего футбольного вот этих соревнований, да, футбола, мне хочется крикнуть: Ира Таражма, чего ты грустишь? Мы не идем назад, мы движемся вперед. Посмотри, немецкий тренер как сказал: мы второй раз в Россию, для чего в июне опять пришли. И вот вылетели, видишь. Так что все идет вперед, все по плану. «Человек в зеленом кимоно» – художественный фильм, в котором Нодар Плиев сыграл обладателя черного пояса по карате. Это была главная роль. Я приглашаю в студию режиссера этой киноленты Бориса Кантемирова.
Здравствуйте. Спасибо. Присаживайтесь. Мы с ним буквально недавно на водной встретились. Здравствуйте. Тоже спортивная такая была у вас встреча? Такая прогулка пенсионерская, можно сказать. Как так вышло, что вы остановили свой выбор на Нодаре Плиеве, когда вы снимали этот фильм? Это снималось на Одесской киностудии. Не столько даже Одесская, это была база Одесской киностудии. После коммерческого успеха и не только коммерческого фильма «Фанат», автор сценария этого фильма Мурат Жусоев, переговорили с ним, мы вместе учились в ВГИКе в одно время с Муратом. И он сказал, давай сделаем нечто подобное и уже сами. И тогда товарищ мой Алан Ужегов, он работал, возглавлял одно из отделений Сбербанка, мы взяли кредит. В те годы, в общем, вот сейчас меня заставь взять кредит под фильм, да я мне даже не подумал. Знаете, молодые были, да. И взяли, Мурат написал сценарий, «Зеленое кимоно» — это вообще интересная история, если будет интересно, расскажу, почему оно зеленое. Конечно, интересно, рассказывайте. Мы когда были студентами ВГИКа, занимались карате, и после каникул, после первого или второго курса Мурат приехал, говорит, Борик, у меня знаешь, какое кимоно? Ну, я думаю, ну, какое бывает, венгерское, французское, немецкое, японское и так далее. Он говорит, зеленое. Может, Мурат зеленый, так, а Сардыгай Фасима. Оказывается, оно у него до того стерлось и так далее, что он его решил покрасить, а кроме в Октябрьском, кроме зеленой краски, он не нашел. Вот он его покрасил в зеленое кимоно. И вот это как-то у нас сбилась история. Он это зеленое кимоно приклеил герою своего следующего фильма. Ну и когда начали выбирать главного героя, на ком остановиться, вначале была такая мысль, что я со своим братом и тренером Олегом Кантемировым, мы там будем махаться, биться и так далее. Он говорит, послушай, говорит, то, что вы машетесь, это хорошо. Нужен герой, в которого бы женщины влюбились. Я говорю, ну это тогда точно не по мою душу. И вот Мурат предложил первый Нодара. А Нодара я уже знал не первый год, потому что в 82-м или 83-м году ансамбль «Алан» гастролировал в зале Чайковского, у вас были концерты в Москве, и тогда общежитие ВГИКа, оно выиграло конкурс на то, что мы пригласили Нодара, он первый раз нам тогда в ВГИК приехал, и мы были счастливы, потому что такой человек к нам приехал, вот тогда мы познакомились. И, в общем, вот с тех пор, я говорю, конечно, Нодар Сурма, Чиахат Санджага Имама. И вот мы тогда пригласили Нодара и, конечно, не пожалели. Конечно, я тогда предлагаю посмотреть фрагмент этого фильма, а потом уже продолжить. Внимание на экран. Почему зеленое кимоно? Мы пытались выяснить. Может, снять его с экзамена? Практически танец. Я что вспомнила? Это же было его увлечение. Он же с ума сходил с этим карате. Я же помню, как вы с Игорем Джанаевым после репетиции. Занимались? Да вы профессионально занимались? Ну как профессионально, Ира? Они сами там что-то... Подвальные дела не разрешали же так. Да, запрещено же было, да, в то время? Да, с 83 по 89 год мы ходили под уголовной статьей. До 3 лет можно было сесть на нары за то, что просто тренируешься карате, обучаешь, и это было очень серьезно. Но когда Нодар приехал к нам на пробы и в павильоне телевидения, я помню, Майя Гири отрабатывал ты удар вот этот прямой, ну как статуя такая, бах, так зафиксировала, ох, ничего себе, подойду поближе, кто это такой. Так вот же человек не только в танце, он еще и в карате. Это самородок, ну? Еще и, да, как артист художественного фильма. Вообще, какова судьба этого фильма? Почему он не вышел в широкий прокат? Мне кажется, зрителю не очень Вы знаком знаете, с этим мы фильмом. на базе Одесской киностудии снимали, и когда уже фильм был снят, и мы готовы были его
вывести и отдать прокатчикам. В это время произошла, с точки зрения коммерческой, такая трагедия. Дело в том, что около 400 фильмов голливудских, вот этих дешевых боевиков завезли сюда, и цены на фильмы резко упали. Мы просто не могли продать. То есть у меня уже головная боль была не по тому, как реализовать фильм, а по тому, как вернуть кредит, потому что я взял под свое имя, под себя взял эти деньги. И вот тогда мы нашли людей, которые там в Москве, они вообще там продавали какие-то женские лосины, какие-то, в общем, это уже, вот это в 90-х годах кто не жил, тот этого не поймет. И торговцы лосинами купили этот фильм, они его перепродали, часть этих прав украинским прокатчикам. И именно в Украине этот фильм очень широко идет на экранах, и часто его крутят и по телеканалам и так далее. Там он пошел, а здесь как-то... вот я же говорю, после того, как вот эти смертельные фильмы о кунг-фу пошли и просто посыпались, то, конечно, уже мы уже ни о каком продолжении дальше уже речи не могу идти, конечно. Дар Артемович, почему после этого вы не снимались в кино? Вам больше не предлагали, это все-таки не ваше? Да, конечно. Борис, помнишь, я отказался. Сперва с такой душой Борис меня приглашает и там подобное, а потом вся вот эта рабочая ситуация. Но я же не знал, что такое кино. Что это дубли. Это страшнейший труд. Дубли, вот так не так посмотрели, вот так. Я думал, что это протанцевали, все, все, точку поставили. Отказывался. Я, конечно, благодарен им, что это было самое... Такое время было вот это самое. Были предложения после них. В Азербайджан меня хотели принять. Развалился же Советский Союз и там подобное. Вот эти ситуации пошли. Великий, легендарный Бибо Ватаев меня хотел снять. Не постарей, деньги найду, не постарей, деньги найду. Как не постарей? Он хотел снять в Хартахасана. С этого места? В Хартахасана. И вот он и так не нашел денег. И он уехал к себе на родину, а я здесь остался в Хартахасана. Ничего не получилось. Я вообще благодарен и Олегу, сколько он там нервничал и тому подобное. Борис, он концы с концами не сводили. Получился фильм. Я недавно его видел, он мне на Беслане показали. Я рабочие моменты. Мне понравилось, не потому что я там. Фильм у тебя получился, честное слово, не то, что сейчас снимаю. Я ему говорю, после того, как у него свое любимое, вы знаете, кто он, у него 5-й дан или не знаю, я даже не спросил, он это специалист, это, конечно, А у меня вопрос. Заслуженный тренер. Я его спрашиваю, говорю, почему не продолжили, я говорю, свое с высшим образованием, в ГИК закончили, там, у него был это самое. А он мне говорит, я говорю, из меня, говорит, Федерико Феллини не получится, говорит, лучше раньше, чем никогда. И он не бросил все это дело. Да, спасибо. Конечно, сложности, знаете, какие были, я помню, вот если бы это вот со стороны еще снимать. Олег, который его главного оппонента играл, он сам по себе взрывной такой человек. И когда они вот эти бои ставили, а с Олегом надо, я-то с ним уже 10 лет занимался, я его ученик, и Олег говорит слово вперед, как бы от себя, 3 слова про себя, и это надо понимать, о чем он говорит. Но Дар, естественно, его не понимал, потому что и Олег начинал психовать, и он Дар ко мне подошел, я тебя прошу, можешь ты со мной заниматься? И вот стоит вот этот взрывной импульсивный Олег и Нодар. И вот Олег ему там, ты где был, когда я там? И Нодар так, чему ты их учил? Чему ты их учил? И Олег на него смотрит. И вот две противоположности. И вот этот импульс. И вот Нодар, понимаете, мародерству, грабежу, насилию. И, Нодар, подожди. То есть вот этот вот мощный диалог никак не мог получиться, потому что 2 разные вибрации, 2 разные хореографии, все разное, но было интересно, потом они все-таки как-то начали. Давайте тогда перейдем, раз мы заговорили о нашем земляке Олеге Кантемирове, который тоже снимался в этом фильме, но мы его больше знаем по легендарному фильму «Фанат». Сегодня он живет и работает в Канаде. Внимание на экран. Я с большим удовольствием хочу поздравить тебя с твоим юбилеем. Хотя оно на тебя никак не повлияет, ты всегда у нас молодой, красивый, и наши воспоминания всю жизнь будут о тебе, как от красавцы,
которому хотелось подражать. Я счастлив, что когда-то ты вот у Борика в фильме снялся, где мы с тобой играли партнерничали. И я счастлив, что мог контактить с тобой, мог учиться у тебя чему-то. Получалось по фильму, что мы тебя там чему-то учили. На самом деле я тайком хотел просто взять у тебя уроки, просто как держаться хотя бы, потому что то, что ты делаешь на сцене, делаешь и будешь делать, это, по-моему, высшее, что существует в осетинских танцах. Я еще раз поздравляю тебя с этим юбилеем. Хочу тебе сказать, после этого фильма, где я имел счастье с тобой сняться, огромное количество людей хотелось тому тренироваться. И меня спрашивали где-то когда-то, кто он, что он. Ну, ты же понимаешь, что я говорю, что твоя тайная школа засекречена, и что ты можешь взять на тренировки только самых одаренных. Вот они сейчас стоят в очереди. Я тоже. Мы тебя любим все, вся осетинская диаспора Торонто. Гордится, что ты у нас есть. Еще раз тебя с юбилеем, здоровья, счастья, молодости. Как только я посещу Осетию в очередной раз, обязательно мы с тобой увидимся и отметим это с глазу на глаз. Спасибо тебе, обнимаю тебя. Пока. Хочется ответить. Это великий парень, великий человек. Он с такими людьми, там, Чак Норрис, близкий друг его. Там, Сигал. Сигал. Ну, у тебя тоже хорошая школа. У меня такие друзья, как вот Борис, он младше меня намного. Честно, в Москве мы у них, они нас приглашали, как студенты, у них ничего не было, но нас приглашали после концерта, там что-то где-то пиво попить, чай попить или что-нибудь там, пообщаться что-то. Да, спасибо, Борис. У меня танцует его племянник. Вот с ними танцует великолепный мальчик. Вы постоянно ко мне, который подходит. Они еще друг друга не так вот хорошо знают. А вот здесь дети, которые учатся у вас, да? Да, здесь учатся. Их родители вот здесь, они из-за меня они пришли. Дай Бог им здоровья. Вот великолепный парень, хорошо танцует. И тебе спасибо, потому что он немножко болеет у меня. И вот его тяжелым физическим трудом нельзя заниматься, но он занимается танцами и загорелся. Нравится ему очень хорошо. Спасибо тебе, Вы считаете, что это не тяжелый физический труд? Это страшный физический труд. Я как-то попал просто на разминку ансамбля «Аристон», и я понял, что я бы даже треть разминки не выдержал. Я просто вижу и понимаю, что это. Нодар одно время был моим руководителем. Я ходила в ансамбль, который руководил Нодар. И он показывал нам кавказские движения, которые неимоверно трудно было сделать. Вы бы это сделали быстрее, а мне же надо было это все вот выучить, все. И я к Нодару подхожу, говорю: Нодар, вот так, вот это кабардинское. Он говорит: нет, Ирина, это хевсурская. Я тогда предлагаю, у нас есть сюжет, где вы занимаетесь, ваша репетиция с молодыми вот этими ребятами, а потом продолжите. Школа кавказского танца Нодара Плиева. Под таким названием ансамбль работает уже с октября прошлого года. Дети от 7 лет приходят сюда за опытом заслуженного артиста России, погружаются в атмосферу национального танца и оттачивают навыки. Алана Бестаева посещает школу с самого открытия. Проезжая мимо студии Нодара Плиева, я увидела баннер с фотографией, и мне сразу стало интересно. Ну, мы все знаем, что хореографов у нас очень много, они тоже известны, но все-таки Нодар Плиев это легенда, это великий человек, который достиг очень многого. Его знают везде, его знает весь мир. Мне, конечно же, было очень приятно прийти сюда, заниматься с ним. Мало кто верил, что занятия в школе будут проходить под руководством самого Нодара Артемовича. Однако знаменитый танцор свои репетиции не пропускает. Увидели баннер. Не поверили, что Нодар Плиев сам будет вести детей, учить этому мастерству. Думала кто-то из посредников там. И просто все родители восхищаются. Я не только за себя говорю, за всех. И ни одного я не слышала отрицательного в его адрес. Вот кому-то что-то не нравится, такого нет.
А как ты будешь бардачить в середине, это никто не запомнит. Как ты вышел, выскочил, настоишь и закончил. А тут... Репетиции проходят в привычной атмосфере с юмором и шутками. Дети остаются довольны. Заниматься с мастером своего дела – неоценимый опыт. Бывают моменты после занятий, мы просто общаемся, разговариваем. Я иногда стою и про себя думаю, да неужели это тот самый Нодар Плиев, которого знает весь мир, и знаю я, в общем, это легендарный человек. Нодар Артемович также обучает детей танцам в Доме культуры селения Октябрьское, поэтому отдать ребенка на занятия к мастеру может каждый желающий. Дарина Загоева, Заур Кудзаев, Алексей Идрисов, Осетия Рестон. Сегодня у нас в студии. Спасибо, что вы сегодня вместе с нами. Спасибо вам, Борис, что вы пришли, поздравили. Мы вас отпускаем. Спасибо вам, что пригласили, потому что я действительно горд сегодня иметь возможность вот так во всеуслышание сказать спасибо этому человеку, потому что такие личности, как Нодар, они формируют мнение о нас, как о народе, как о нации. И вот Нодар, сейчас Стас Черчесов, там, Валерий Гергиев и так далее. Это все, ну, когда ты можешь с гордостью сказать, я тоже к ним имею какое-то отношение, это многого стоит. Бужин Нодар. Спасибо. Когда на человека делают добрые и смешные пародии, это, наверное, и есть слава и народная любовь. Внимание на экран. А вы танцуете, как бройлерные курицы. Хаваю движение. Дальше ходи. Дальше ходи. Дальше ходи. Дальше ходи. Дальше нам не ходи. Нам подожди. Танцуйте, как вьетнамский бамбук. Извини меня, что ли без тебя, Эллиот, дальше ходи, Эллиот. Что ты делаешь? Ты подожди, еще знаешь, я не могу, когда женщина рядом танцует. Извини, у меня тут сегодня другая женщина, извини. Уловил все-таки парень, да, Ирина, вы сказали? Точно, он уловил его вот характер, движение. Я обожаю слушать Нодара, когда он рассказывает. Он же объездил весь мир. Он такой интересный собеседник, он такой умница. А когда он на репетиции одевает свою бандану, репетиционную форму и подвязывается кушачком, он бывает красивый. Все девочки бывают влюблены. Я тогда предлагаю к нам присоединиться актера театра «Амран». Это Дзамбулат Сидаков. Сегодня он тоже пришел. Лично вас поздравляю. Нодар, с юбилеем. Амончину. Между прочим, продавец цветов так и сказал. Я говорю, у меня очень важная миссия. Я сегодня буду поздравлять Нодара Плиева с юбилеем. Она сказала, тогда цветы должны быть высокие и с гордо поднятой головой. Это были вы? Да. Нодар. Да. А вы похожи.
Спасибо. Ну вот, коль вы сказали сейчас о продавщице, которая продавала цветы, я предлагаю, у нас тоже есть несколько мнений, мы их собрали. Вот у простого народа, что они говорят о Нодаре, и потом мы тогда продолжим беседу. Внимание. Нодар Плиев, что-то знакомое. Нет, шучу, конечно, знаю, это культурный деятель нашей республики, руководитель ансамбля, точно какого не помню. Это знаменитость Осетии, его знают все. Танцор наш знаменитый, хороший. В свое время очень известный и популярный, ну, наверное, и сегодня очень популярный в Северной Осетии. Заслуженный артист, танцор. Побольше бы таких людей в Осетии. Это очень известный человек и много для культуры и для развития танцевального искусства Осетии, да и Кавказа, я считаю, он сделал. Танцор, о котором даже сделали сценку «Амран», в котором придумала эту сценку моя сестра Булатцева Виктория, исполнила это все Джамбулат Сидаков, насколько я это знаю. Такие люди нужны Осетии, конечно, безусловно, бывает приятно, что где-то вот какой-то осетин прославился, и вот такие вот осетины складывают хороший положительный образ о нашей республике. И мне кажется, и старый, и млад, все его знают, и все его любят. Здоровья ему и процветания. Долгих лет жизни, здоровья, новых творческих планов и новых успехов в искусстве. Пусть эти 70 лет будут только началом его расцвета творческого. Я хочу, чтобы в нашей республике таких людей было как можно больше. Хочу пожелать ему здоровья и долгих лет жизни. 70 лет, да, это же золотой век только начинается. У него счастье, самое главное здоровье, Нодар Плиев. Остальное все будет. Ну и Амран тоже вспомнили. Джамбулат, как вообще родился этот номер? Ну, вы знаете, номер родился вообще, уже получается, что давно. Больше 10 лет этой пародии. Вот, мы как раз создавали новую программу, назвали ее «Вечер пародии». Мы делали программу, созданную полностью из пародий. Естественно, нужно было пародировать, а вот кого, и в пародии, как правило, выбирают самых известных, самых знаменитых, титулованных, тех, кого знают все. Тогда пародия интересна. И надо же, так повезло в это время, за стенкой, где мы были, это дворец молодежи, Нодар Плиев ведет занятия детям, танцы. Ну куда еще? Вот оно, судьба просто подарила. Причем там много танцевальных коллективов, звукопроводимость хорошая, стены тонкие, и обычно танцы, звуки такие, и пошла музыка. У Нодара было все по-другому. То есть вот объяснение и сравнение, то есть то, как Нодар объясняет детям, то, с чем он сравнивает свои движения, как им нужно двигаться, это отличало от всех руководителей танцевальных. Вот. Ну, естественно, мне дали задание такое актерское, наблюдать. Я постучал, конечно, дети были гораздо, дети, а я уже не дети, на танцы-то не запишешься, неудобно. Я говорю, извините, можно я посижу? Культурно промолчал, зачем не спросил. Хорошо, раз репетицию отсидел, вторую, третью, этого мало. Я несколько недель сидел на репетициях Нодара Плиева. Не объясняя? Нет, не объясняя. Я выглядел, наверное, очень глупо, но я сидел и все впитывал. Этого было мало. Мы пересмотрели «Человек в зеленом кимоно». Мы перечитали в интернете все, что можно о вас почитать. Этого было мало. Я ходил за вами по пятам. Я ходил на концерты, где вы танцевали просто как номер. Я не сидел в зале, я был за кулисами. Я должен был видеть все мышцы ваши, как вы танцуете. Я концерт проводил за кулисами, я наблюдал за Нодаром. Он этого не знает, никогда мы никому это не говорили. Вот первый раз говорю то, что есть. А помните вот тот период, когда сидел и за вами наблюдал?
Я не помню. Замбулат. Не помните? Честное слово, не помню. Спасибо, что не помните, значит, все было правильно. Меня не должны были замечать, потому что на меня нельзя отвлекаться. Человек должен заниматься делом. Я тихо в стороночке наблюдаю, значит, все было хорошо. Ну, у вас здорово получилось. Спасибо. Правда, так тонко все подметили, честное слово. Замбулат. Это надо ж так творчески было подойти, так изучить. Каждое движение Нодара, даже не просто рук. И голос твой, и движения твои, и манеры, все твое. Пальцами. Сейчас вспоминаю эти подробности. Мы искали видео, кто-то принес из домашнего архива, вы танцевали в 95-м году на Кувде в селении Фарн. И уже видеомагнитофонов не было, чтобы просмотреть эту видеокассету. Мы ее переписали, и только так молодой Нодар танцует не на сцене. Это был танец, вот как бывает кашт на свадьбе. Это было очень интересно, это особенные какие-то манеры, которые даже на сцене не увидишь, поэтому мы вот все, что можно было, брали. А вот сейчас я и Нодара мнение тоже хочу послушать, но сначала ваше. Вы не боитесь обидеть людей? Или вы все-таки выбираете тех, у которых есть чувство юмора, самоирония? Ну, дело в том, что вообще, пародия, мне кажется, это все-таки признание знаменитости человека. Если можно обидеть признанием, что ты знаменит, может быть, кто-то обижается. Хотя пародии в любом случае, они показывают человека, пародия должна быть преувеличена. То есть, если на самом деле человек делает то в пародии надо вот так сделать. Да, возможно, это кого-то обижает, но они изначально бывают, нами созданы как теплые, с любовью. Я надеюсь, Нодар не обижается. Как после этого относитесь к театру Амран? Очень положительно, честно. Но я вас не видел. Несколько раз приглашения были, но то у меня времени не было. То есть, спектакля не видел. Я беру на себя ответственность. Ближайший спектакль с вашим номером у вас будет приглашение. Тем более они... Ваш руководитель Фирухмайен. Тамик Лазар. Тамик, он мне сказал, можно, говорит, вот такое сделать. Я говорю, с большим удовольствием. О чем вы говорите? Я говорю, давайте, пожалуйста. Невероятно у вас получилось, честное слово. Нодар сам пародист великий, ты лучше скромно молчит. Если у него есть настроение, его прорвет. Сначала начинается со смеха бесконечно, а потом это просто переходит в стон. Болит пресс, болят мышцы лица. Но это надо попасть, чтобы у него было настроение, чтобы он что-то о ком-то показывал, рассказывал. Спасибо, дай бог, чтобы было это настроение еще долгие-долгие годы. Я предлагаю еще посмотреть видео, поздравления и потом продолжить. О Нодаре Плиеве я могу рассказывать очень много. Знаю его довольно-таки давно. Нодар является легендой осетинской хореографии. Наверное, в мире нет ни одного танцовщика, который может весь танец в таком возрасте танцевать на пальцах, на носках. Даже 10 лет назад, когда мы организовали ему 60-летний юбилей, мы убедились, как его любят вообще на всем Кавказе. Приехали ансамбли со всего Северного Кавказа, с Абхазии, Южной Осетии, Дагестана, Чечни, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии. Это был потрясающий юбилей. 2 дня аншлаги, еще на 3-й день приходили, просили билеты. И я думаю, что и хотелось бы, чтобы это был далеко не последний юбилей Нодара, чтобы он еще много-много лет учил молодое поколение, передавал свой потрясающий опыт. Нодар, 100 лет тебе еще на сцене, мы тебя все любим. Дорогой Нодар, позволь мне поздравить тебя с твоим юбилеем. 70 лет. Вроде это и много, но глядя на тебя, этого не скажешь. Ты такой же стройный, как и в молодости. Желаю тебе крепкого здоровья, счастья. Хочу, чтобы ты также продолжал заниматься с детьми, чтобы
Ты научил их всему тому, чего ты знаешь сам. Нодар, вы наверняка чувствуете себя счастливым человеком, счастливым педагогом. Мы без преувеличения можем сказать, что у вас тысячи учеников, среди них и зрители нашего канала. Долгое время на нашем канале Нодар Плиев вместе с нашей коллегой Дианой Мсоевой проводил мастер-класс по национальным танцам. Думаю, все эти зрители присоединятся сейчас к нам, к нашим гостям, ко всем тем людям, которые от всей души сегодня вас поздравляют с юбилеем, желают крепкого здоровья, долгих лет активной творческой жизни. И вот от лица нашего канала, у нас есть уже небольшой подарок для вас. Я приглашаю коллег зайти к нам в студию. Поздравляем вас с днем рождения. Самое главное — здоровье, наверное, да, Ирина? Да. В нашей профессии это очень важно, а в вашей особенно. И благодарны вам зрители, а его в нашей республике и во всем мире очень и очень много. Спасибо вам. Низкий поклон от нашего телеканала. Скромный подарок. Спасибо. Спасибо. Нодар Артемович, с днем рождения вас еще раз. Больше радости на лице. Вы позитивный человек. Поклон за вас. Я радуюсь. Я среди вас, поэтому я радуюсь. Один я, что один в поле не воин. Вы мне этот праздник делаете. Вот я сам знаю, что мне 70 лет. Это, не знаю, сколько я еще буду на этом белом свете, но там тоже не боюсь, не знаю, может... Дай Бог еще столько. Родители мои там, они меня ждут, наверное, и мои лучшие друзья тоже там. Но здесь, чтобы я оставил за собой кого-нибудь, и я тружусь пока, бегаю, бригаю с нашей молодежью. И у вас это замечательно получается. Спасибо вам, спасибо большое вам, зрители. Спасибо нашим гостям, что пришли сегодня. Ну а мы прощаемся, до новой встречи. Оставайтесь в своем кругу с теми, с кем вам интересно. До встречи.